أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستهديك بإرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. Мы с вами продолжаем книгу или перевод, или краткое разъяснение с переводом книгу Аль-Усратуль Муслима, мусульманская семья, автором которого является Вахбат Зухайли, современный ученый Шама. Современный ученый Шама. И в последнее время мы с вами рассматривали и переводили, как необходимо, то есть как организовать сватовство, так? И что входит в сватовство, и какие правила в сватовстве. И сказал автор вкратце, что можно на чужую женщину с целью жениться, посмотреть на кисти рук, на лицо. Так? Это он исходит, мы сказали, из шафийского масхаба, некоторые масхабы другие разрешали посмотреть на женщину, как она ходит дома среди махрамов, то есть среди родственников мужчин, на ком ей выйти замуж нельзя. И после этого мы рассмотрели особенно отличительные черты невесты и жениха, и желаемые черты и характер, какие необходимо выбирать, если мужчина хочет жениться, какие он должен обращать, какие черты женщины и особенности, и характер, и нрав. И также женщина, если хочет выйти замуж, на какие обращать внимание, на какие особенности, как мужчина. Да? И после этого мы начали рассматривать правила и нормы заключения брачного договора. И мы сказали, и в первую очередь дали определение, что такое брачный договор. И сказали, это договор, взаимный договор между мужчиной и женщиной, или мужчиной и опекуном женщина, который дозволяет им так сказать, наслаждаться друг другом, так? И делает чужую женщину разрешенным чужому мужчине, так? Если вкратце так сказать. И мы сказали, что автор, то есть сказал, так, что чтобы брачный договор был действительным, необходимо два свидетеля справедливых. Это тоже по шафийскому масхабу. И ханафийский масхаб, они не ставили условия, чтобы свидетели были справедливыми, потому что они сказали, если человек несправедливый, может заключить договор себе, то есть может жениться, тем более свидетелем может быть. Так, то есть тот, кто заключает договор, это же более ответственность, так, чем быть свидетелем. Поэтому ханафиты сказали, в этом случае не является условием, чтобы свидетели были справедливыми, чтобы у них была. Вот. И потом сказали какие-то формы выражения. Да? Форму выражения мужчина должен сказать, если женщине напрямую договор заключает по ханафийскому масхабу, что допустимо, сказать, выйди за меня замуж, или так, выдай себя мне замуж, и женщина должна отвечать, так, я согласна, или выдала себя замуж тебе. Или если вали, то мужчина должен сказать, выдай мне замуж свою дочь, или свою сестру, там, или свою мать, так, и опекун должен сказать, выдал, или наоборот, опекун говорит, выдал тебе замуж свою дочь, допустим. И жених должен принять, сказал, принял, женился. И мы сказали, главное, чтобы глаголы были в прошедшем времени, а не в настоящем времени или в будущем времени. Допустим, если мужчина скажет, выдаю тебе замуж свою дочь, это не значит, эта форма недействительная для заключения договора. Или если мужчина скажет, женюсь, так, или принимаю ваше предложение, тогда будет договор недействительным, должно быть в прошедшем времени глагола.
Или ханафиты допустили глагол повелитель наклонения в договоре бракосочетания, хотя в других договорах глагол повелитель наклонения является формой заключения договора. Вот. И потом мы говорили, что если опекун участвует и согласен выдать замуж, над кем он имеет опекунство, после этого желательно брать согласие и посоветоваться с матерью женщины, которая выходит замуж, или дочери, да? И на это указывает хадиса. Вот. И в то же время брать согласие у дочери, которая выходит замуж. И так, мы дошли, где и мы говорили, как начинается церемония. То есть мы говорили, что необходимо, да, чтобы договор был действительным, то, что мы сейчас договорили вкратце. Да. А в принципе торжество, брачная церемония начинается следующим образом. Бихутбатин маруфатин мустахабба, то есть начать необходимо, то есть является сунной, то есть то, что необходимо, чтобы договор был действительным, то, что мы сказали выше, да, два свидетеля, наличие опекуна, по мнению других мазхабов, да, и жених и невеста, по мнению Абу Ханифа, мазхаба Абу Ханифа, да, и их заключение договора. И это достаточно, чтобы брачный договор был действительным. А сейчас мы говорим, как эта церемония, в принципе, должна пройти с учетом всех сунна и других моментов. И поэтому автор говорит, начинается брачная церемония, так, заключение брачного договора из хутба, то есть хутба и маруфа, известная хутба мустахабба, которая является желательным, так, желательным. Афдалуха ма руаху Абу Дауд. И самая лучшая хутба перед заключением брачного договора, это то, что говорит, приводит имам Абу Дауд, имам ат-Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа, وغيرهم и другие хадисоведы بأسانيد صحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, достоверными цепочками передатчиков от Абдуллаха ибн Мас'уд радиллаху анху, قال, где он сказал: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة, научил говорить нас пророк Мухаммад в своей прощальном проповеди, то есть во время хаджа. Алхамдулиллахи наста'инуху настагфируху. То есть хвала Аллаху, Господу миров, к которому мы прибегаем и просим у Него прощения. На'удhu биллахи мин шурури анфусина. И прибегаем к Нему от наших дурных дел. وَسَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. Кого Аллах Всевышний вводит в прямой путь, لا مضل له, да, тот его никто не может его сбить с прямого пути. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. А кого Аллах Всевышний ведет в заблуждение, никто не сможет его вывести на прямой путь. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, единственного, и нет у него сотоварищей. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. И свидетельствую, что Мухаммад его раб, его посланник. И дальше читает это аят. Астагфиру билля. Я айюхал насу аттаку раббакум аллази халакакум мин нафсин вахидатин ва халака минха зауджаха ва басса минхума риджалан ва каthиран ва нисаа. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. То есть это сура Ан-Ниса, первый аят, где звучит: «О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих».
от них обоих, да, то есть от Адама и Хава. Бойтесь Аллаха, именем которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину Аллах наблюдает за вами. И следующий аят. Я юхалладина аману такуллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Но о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. И следующий аят. Я юхалладина аману такуллаха ва кулу каулян садида юслих лакум амалакум ва ягфир лакум дунубакум ва ман ютир Аллаху расулаху факад фаза фаузан азима. То есть о те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правое слово, тогда Он исправит для вас ваши дела и простит вам ваши грехи, а кто повинуется Аллаху и Его посланнику, тот уже достиг великого успеха. Но это версия, которую приводит Абу Дауд, да? Это версия, которую приводит Абу Дауд. Вариваятун ухра ли Аби Дауд. И другая версия от тоже Абу Дауда, бада каулихи, после слов Расулихи, то есть после слов Ашхаду анна Мухаммадан абдуху расулу, после слова Расулихи и его посланник, арсалаху бил хакки баширан ва надиран байна ядей иссага, которого не спаслал вестником радостной вести, ванадиран и увещевателем бейна ядей сага, перед судным днем. Ман ютир Аллаха ва расулаху факат рашад. Кто подчиняется или повинуется Аллаху Всевышнему Его посланнику, идет по правильному пути. وَمَنْ يَحْصِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ. А тот, кто ослушался их, то есть Аллаха Всевышнего и посланника Его, لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ, тот никому не наносит вред, кроме самому себе. وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. И он тем самым не может нанести вред Аллаху Всевышнему ни на йоту. وَيَسْتَحِبَّ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ مَعَ هَذَا. Вот то есть вот это значит, вот если имама есть у нас, да, вот самая короткая, да, это хутба, что прочитать перед этим. Ну, когда участвуют, они когда заключают брачный договор, так, присутствует имама, у нас же так принято, как только никак приглашают имама, хотя вот это то, что мы прочитали, это должен говорить вали, должен говорить эту хутбу вали. ويستحب أن يقول الولي مع هذا. И также, говорит, является желательным, чтобы говорил с этим самым, с этой хутбой вали, так? أزوجك على ما أمر الله عز وجل ورسوله به. То есть выдаю тебя замуж, так? Дочь там, или сестру, или мать, так? على ما أمر الله, на том, что велел Аллах Всевышний и его посланник, так? И должен и прочитать часть аята, что велел Аллах Всевышний, мин имсаки бимаруфин ау тасрихи би ихсан, удерживать благом или отпустить добром. Так, то есть это веление, так, это принцип семейной жизни в исламе. Либо удерживать благом, то есть либо жить по-человечески с женой, так, либо отпустить добром. Это вот самый основной принцип, в двух словах Аллах Всевышний описал. Так, лучше не описать, на чем строится принцип семейной жизни в исламе. Удерживать благом или отпустить добром. То есть, если вот эти слова скажет, будет желательным со стороны опекуна, потому что он же выдает, так, то есть замуж, над кем он опекун. Дальше или если скажет на книге Аллаха и на сунне пророка Мухаммада саллям, и может, говорит, добавить к этому еще некоторые хадисы, к примеру, «Ан-никаху суннати, фаман рагиба ан суннати, фалейса минни». Как бы создание семьи является моей сунной, и кто опровергает мою сунну, тот не от нас.
а также «Танакаху такасару фа инни убахи бикумуль умама яумал кияма». Женитесь, так, создавайте семьи, такасару, размножайтесь, фа инни убахи, я буду гордиться перед другими народами в судный день. И следующий хадис: «Тазавважул вадуда валуда фа инни мукафирун бикум». Аллах, пророк, говорит: «Тазавважу, женитесь на любящих, симпатичных женщинах, да, валвалуд, и часто рожающих, фа инни мукафирун бикум, я буду, говорит, гордиться вами в судный день». Сказал имам ан-Навави: وأقل هذه الخطبة. То есть это вот полностью, да, если провести бракосочетание полное, да, вот это хутбу считают, допустим, вали. Это должно быть делать вали, ну, как раз так как у нас не знают вали, это делать. В основном сегодня делают эти имамы. Хотя, конечно, в России тоже имамы тоже так недалеко ушли от опекунов. Поэтому, ну, в любом случае, вот это можно прочитать, допустим, если есть необходимость записать и повторить, и в таком виде провести хутба брачной церемонии, заключения брачного договора, будет по сунне, и соблюдем все сунны всего. А если нет, то, в принципе, могут брачный договор заключить, так скажем, на улице, так? Мужчина и женщина, и по ханафитскому асхабу, если она бали гарашида, если она совершеннолетняя и благоразумная, или мужчина и опекун женщин, так? И два свидетеля, все, стали, договорились, и все, они муж и жена, в принципе, будет договор действительно. Ну и раз договор, брачный договор, это не простой договор, так? Связаны людские судьбы этим, поэтому если провести вот так, пригласив гостей, родственников, близких, это будет лучше. وقال النووي, сказал имам ан-Навави: «Акаллу хадил хутбати». И самый, говорит, короткая хутба, говорит имам ан-Навави: «Алхамдулиллах», сказать хвала Аллаху, вассалату аля расулиллах, благословение его посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, так: «Уси би такваллахи фи сирри вал галан», говорит, завещаю бояться Аллаха явно и скрытно. «Ва ас'алуллаха ан яджма бейнакума аля ахсани халь», и прошу Аллаха Всевышнего, чтобы он, говорит, объединил вас на самом лучшем, ва ахна абал, и наилучшем благополучии. وأن يؤلف بينكما كما ألف بين آدم وحواء, и чтобы вложил в ваши сердца любовь, как он вложил в сердца Адама и Хава. وهذه الخطبة سنة. И вот это, говорит, хутба. То есть вот это тоже достаточно, в принципе, да? Это самая короткая хутба, как приводит имам ан-Навави. И дальше говорит автор: «Хади хутба сунна». Это, говорит, хутба является сунной. «Лау лам яти бишейин минха», если, говорит, и не скажет хутбу, «Сахха никаху биттифакул уляма», брачный договор будет действительным по мнению всех ученых. والمذهب المختار أن الزوج لا يخطب بشيء. И мазхаб аль-Мухтар, говорит, самое лучшее, говорит, мнение, что зауж ля яхтубу бишейин, жених не говорит ничто, кроме как только что говорит, если либо говорит: «Выдай мне замуж свою дочь», там, или сестру, или мать, так? Мать. Или если это скажет: «Выдаю тебя замуж сестру, или там дочь, или мать», опекун тогда, говорит, принял, да, женился. И вот больше от жениха ничто не требуется. Все это хутба, как мы уже говорили, это должен говорить опекун. «Баль иза каля Аллаху та'аля». То есть, «Баль иза каля лаху вали», всего, говорит, он должен сказать то, что если скажет ему опекун, так: «Зауэжтука фуляна», выдал тебе замуж такую-то, то есть называет потом имя, так: «Якулю муттасилан бихи», и говорит муттасилан бихи, то есть без перерыва, без промежутка времени, жених отвечает: «Кабиль тазуиджаха», сказал: «Принял
ее брак. Ау кабильту никахаха, или сказать, принял ее договор брачный. Сумма юассикуллаху. И все, вот, в принципе, самое это. Потом говорит, сумма юассикуллаху ва юсаджилу фи сижили махкамати шаррияти хифадан аля хукук завджия. Потом, говорит, необходимо, говорит, ну, это уже сегодня, как садду зараев, да? То есть подписать документ, обе стороны подписывают документ и вводят в реестр, да, в государственный реестр, чтобы для защиты прав обоих сторон. То есть, чтобы завтра не было так, что муж отказался, говорит, так я ее знать не знаю, видеть не видел, она не моя жена, да. Хотя, говорит, шариат не требует этого. Как уже выше сказали, если два свидетеля есть и договорились устно, сказали, один сказал женился, другой сказал вышла замуж, и все это достаточно по шариату. Хотя, как ученые современные говорят, садду зарая, да, чтобы закрыть всякие эти пути, которые ведут к плохому, к разврату, закрыть, чтобы сказали, сегодня лучше это зафиксировать подписями обеих сторон и введением в реестр. Так, дальше говорит, وَشَهَادَةُ عَلَى الزَّوَاجِ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. И тут автор говорит, шахада, говорит, наличие двух свидетелей является условием действительности брачного договора. То есть, если нет свидетелей, двух мужчин или один мужчина, две женщины, брачный договор не будет действительным. Да? То есть, если это будет считаться, если вдруг, допустим, без свидетелей договорились мужчина и женщина и имели интимные взаимоотношения, это не будет браком считаться, это будет зина, это будет прелюбодеянием. И говорит, не будет договор действительным без двух свидетелей, кроме опекуна. То есть опекун не входит сюда. Опекун не входит, кроме опекуна, два свидетеля. Ну, если как у нас принято, допустим, да, приглашает имама. Имам уже может быть одним свидетелем, если опекун там еще есть. Но если имам при этом и не является опекуном, иногда бывает так, у нас просят имама и быть опекуном. То есть вакилем, не опекун в этом случае, не вали, а вакиль, да? То есть представитель, доверенное лицо. И вот тем самым, как заключается брачный договор. Дальше мабхас ас-салис. Третья тема. Муанию заваджу шария. Условия брачного договора. Сейчас дальше разговор. То есть сейчас вкратце рассказал автор, да, как необходимо заключить брачный договор, чтобы договор был действительным. А дальше условия этого брачного договора, чтобы брачный договор был действительным. И говорит: «Яштариту айдан фи заваджи алла такуна аль-мар'ату мухаррама аля ар-раджули тахриман муаккатан ау муаббадан». То есть в первую очередь, если чтобы брачный договор был действительным, женщина должна быть дозволенной мужчине и не должна быть махрам, да, то есть махрам. А махрам бывает двух видов: либо постоянный махрам, да, как путем родственной связи или путем брачного договора, этой молочного родства, или путем брачного родства. А бывает временная запретная, она временно мужчине этому. То есть, как, допустим, сестра жены. Нельзя иметь в исламе одновременно двух сестер, да? Один мужчина не может жениться на двух сестрах. Вот. Я знаю, что если он женился на одной, вторая сестра, жена, да, она запретна ему, временный запрет, не постоянный.
Потому что если он разведется с женой и пройдет ее ридда, он сможет жениться на ее сестре. Но одновременно иметь двух сестер не сможет, об этом ниже скажет автор. Вахуна шартуль инекат. То есть и условия действительности договора. فلا ينعقد الزواج على محرمة تحريما مؤقتا. То есть, говорит, невозможно заключить брачный договор с женщиной, которая запретна временно. А у тахриман фихи шубха. Или есть запрет, в этом есть сомнение. То есть, аухиляфу бейнель фукаха. Или разошлись ученые. То есть, есть такие моменты, где одни ученые разрешили, что на этой женщине можно жениться, а другие запретили в других мазхабах. Значит, нельзя заключать, если есть разногласия между учеными в этом вопросе, да, как, допустим, какая-то женщина запретна мужчине по какому-то мазхабу и не запретна по другому мазхабу. Нет, заключать брачный договор нельзя в этом случае, если разрешает другой мазхаб. Вот пример приводят здесь. Катазвиджил мухтаддати мин талакл баин. Как говорит, выдача замуж женщина, которая была окончательно разведена, и ридда у нее еще не прошла. В этом разошлись ученые. Одни сказали, можно заключить брачный договор, но соитие нельзя, интимная близость запрещена. А другие сказали, нет, вообще брачный договор недействителен. Вот. Значит, будет недействителен, да? То есть такой брачный договор нельзя заключить. Или, допустим, выдача замуж сестры мужчине, да, который развел ее сестру, а сестра все еще ридда не закончилась, как мы уже выше сказали. Допустим, Зейд женился на Фатиме. У Фатимы есть Зейнаб, сестра. Так? Зейд развел Фатиму. И у Фатимы еще ридда не закончилась, и он же хочет жениться на ее сестре Зейнаб. Брачный договор нельзя заключить брачный договор, пока у Фатимы не закончится ридда. Потому что это будет считаться иметь двух сестер одновременно. Это запрещено. Вальзаму бейна снатейни кильтахума махрамун ухра. Или объединение двух женщин. Они, если одна была бы мужчиной, другая была бы женщиной, они не могли бы жениться. Допустим, как это тетя, да, тетя со стороны отца, тетя или со стороны матери, допустим. Если, допустим, не было бы тетей, а был бы дядей, тогда он не мог бы жениться, да, на своей племяннице. Вот. Таких тоже объединять нельзя. То есть, допустим, человек был женат на женщине, да, развел ее, у нее ридда еще не закончилась, и он хочет жениться на ее тете. Или, допустим, он не развел жену, да, и хочет жениться на тете ее. Тоже нельзя. И как и приводит здесь, как женитьба на женщине и на ее тете. والخالة على ابنة أختها ولا يصح الزواج أيضا على المحارم. И также говорит, не будет действительным заключить брачный договор с женщинами махарим, так, запретными. Эйлати тахруму тахримен абадиян. То есть здесь уже идет о тахримен абади. Как мы уже сказали, у нас запретные женщины, они две категории, так? Временные запретные и постоянно запретные. Сейчас идет разговор после того, как привел пример о временных запретных женщинах, как сестра, жена или тетя, жена, так? Или, допустим, племянница, жена. Вот. Далее потом говорить о тех женщинах, которые запретны, у них запрет постоянный, вечный. Это говорит,
это как сестра, валь-бинт, дочь, так, аль-амма, тетя, аль-хала. То есть амма, тетя, они тети у нас. Амма или хала. У нас они тети называются, так. Ну, по-арабски это амма, это значит тетя со стороны отца, хала, тетя со стороны матери. И те, и другие запрещено. И сейчас вот начинает аль-мухаррамату муаббада. Сейчас начинает приводить тех женщин, которые запретно, и запрет у них постоянный запрет, вечный запрет. И поэтому, говорит, женщина, на ком запрещено жениться вечно. То есть никогда не разрешается. И аль-мухаррамату муаббада таханхасиру бисалати асбаб. То есть, и говорит, 3 есть причина, делающие женщин постоянно запретными. Первое – караба, первое – кровное родство, как сестра, так, как мать, как дочь, как бабушка, как тетя, как племянница. И аль-мусахара, или брачное родство, или родара, молочное родство. То есть, значит, у нас 3 вида запретных женщин, да? Либо они кровное родство, либо брачное родство, либо молочное родство. И говорит, собирает их всех Аллах Всевышний в одном аяте. В одном аяте. И говорит, астагфируллах, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Первый Аллах Всевышний говорит, не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде. Воистину это является мерзким и ненавистным поступком и скверным путем. То есть, значит, в первую очередь, так, нельзя жениться на женщинах, на ком были женаты отцы. Потом хурримат алейкум уммахатукум. Дальше Аллах Всевышний говорит, запретны вам ваши матери, ва банатукум, ваши дочери, ва ахаватукум, ваши сестры, ва амматукум, ваши тети со стороны отца, ва халатукум, ваши тети со стороны матери, ва банатул ах, ваши племянницы, то есть дочери ваших братьев, ва банатул ухт, ваши племянницы, то есть дочери ваших сестер. Ва уммахатукум аллати ардахнакум, и матери ваши молочные, так, ваши кормилицы, если кормили грудью. Ва ахаватукум минал радара, и ваши сестры молочные. Ва уммахатукум, ва уммахату нисаикум, и матери ваших жен. Ва рабаибикум аллати, и ваши падчерицы, фи худжурикум мин нисаикум аллати, и ваши падчерицы, так, из тех жен, с которыми вы заключили договор, вадахалтум бихинна, и имели с ними соитие, так, то есть интимные взаимоотношения. Фаин лам такуну дахалтум бихинна фала джунаха алейкум. А если вы, говорит, не имели с ними интимные взаимоотношения, то их дочери не запрещаются вам. То есть, допустим, человек женился на женщине, так, то есть заключили они брачный договор, и не было между ними интимных взаимоотношений. Либо он ее развел, либо она умерла, и потом хочет жениться на дочери ее. В этом случае можно, не запрещено. Но если человек заключил с женщиной брачный договор и имел с ней интимные взаимоотношения, после этого развел ее или она умерла, после этого он уже не может жениться на ее дочери, ее дочь запретна вечно. И жены ваших детей, жены ваших родных сыновей. И также, говорит, запрещено вам собрать 2 сестер одновременно. Если это не было преждевременно. То есть раньше, так, допустим, человек не жил, не был в исламе и женился, допустим, да, на 2 сестрах или
кого выше перечислили. Но в этом случае человек, если принял ислам, должен сразу развести. Кана гафуран рахима, инна Аллаха кана гафуран рахима. Воистину Аллах Всевышний был прощающим, милосердным. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. И мухсанат, и замужняя женщина запретна для вас. إلا ما ملكت أيمانكم. И кроме тех, над которыми овладели ваши девственницы, то есть они стали вашими невольницами. Китаб Аллаху алейкум ва ухилля лакум. И говорит дальше: ухилля лакум, и разрешено вам ма вараа заликум, то есть разрешены вам другие женщины, кроме тех, которых мы выше перечислили. Ан табтагу би амваликум мухсинина гайр мусафихина фама стамталтум бихи минхунна фатухунна ужурахунна фаридатан ва ла джунаха алейкум фима тарадайтум бихи мин ба'ди фаридати инна Аллаха кана алиман хакима. То есть вам дозволены все остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, то есть махр имеется в виду, да, соблюдая целомудрие и не распутничая, то есть при этом соблюдая целомудрие, а за то удовольствие, которое вы получаете от них, давайте им установленные вознаграждения. На вас не будет греха, если вы придете к обоюдному согласию после того, как определите обязательные вознаграждения. Воистину Аллах знающий мудрый. То есть тут потом уже дальше говорит, если обоюдные, то есть не будет греха, имеется в виду, если вы пришли к обоюдному согласию, да, если пришли к тому, что она возвращает махр и вы разводите. Это другой вопрос, здесь надо тонкости не будем разбирать. Вот тем самым перечислил Аллах Всевышний, да, в суре Ниса, 22 и 24 аята. Если откроете, посмотрите, здесь все ясно, все женщины, которые запрещены человеку. И тут еще, конечно, есть. И также приводят хадис от Абу Хурайры, радиаллаху анху, сказал: запретил пророк Мухаммад жениться на женщине и на ее тете. Халатиха, то есть то же самое тетя, только со стороны матери, как бы сказать. Хикма. И говорит, какая же мудрость, почему запрещено жениться на тете, женщина, жена, да, чтобы, говорит, это брачный договор не стал причиной разрыва родственных отношений. Потому что в основном так бывает, две жены, у них отношения не всегда бывают хорошими, да? В большинстве случаев у них отношения нехорошие. А если женился человек на женщине и на тете ее, да, они родственники, разрывать родственные отношения в исламе харам. Они из-за того, что жена одного и того человека, и между ними зависть, так, и тем самым они разорвут родственные отношения. А быть причиной этого харам. Так. То есть разрывать родственные отношения харам. И быть причиной, чтобы кто-либо разорвал родственные отношения, тоже харам. И поэтому харам жениться на тете жена. И дальше говорит, тавсилу хадил мухаррамат фима яти. То есть автор привел аят и дальше разъясняет, подробно излагает эти запретных женщин категории, да. И первый начинает аль-мухаррамату бисабабин насаб, то есть запретные женщины по кровному родству. Их 4 вида, говорит, 4 категории женщин, запретно на них жениться из-за родственных связей, кровных родственных связей. Усулул инсан ва инна улу. То есть усулул инсан, говорит, это родители, так, сколько бы они ни поднимались. Вахель это, говорит,
То есть это мать, бабушка, бабушка со стороны отца, бабушка со стороны матери, прабабушка, прапрапрабабушка и так далее, там на 10-100 поколений. Сколько бы ни поднимались мы до Адама, алейхиссалям, так, на бабушках жениться нельзя. Это вот первое, да. Второе, фуругуль инсан, дети человека, допустим, мужчина не может жениться на дочери, на внучке, и сколько бы оно ни спустилось до судного дня, допустим, если у человека будет продолжаться до судного дня, не может жениться на своих внучках, правнучках. И поэтому, говорит, это, говорит, дочь и внучка. Вабинтуль ибн, или, то есть внучка либо со стороны дочери, внучка или со стороны сына. Вайн назад, сколько бы, говорит, они не спускались ниже. Допустим, если один прожил 200 лет, да, 200 лет, если прожил, сколько он там поколений своих внучек-то увидит? Наверное, достаточно много. Допустим, мы тут встречались на Басабантуе с людьми, которых родители, предки их переселились с наших краев. Вот, переселились они в 1893 году, поселились. А сейчас живет 6-е поколение ихнее. Они 6-е поколение, как мы уже, еще старше нас. Вот всего прошло сколько лет? 150 лет, да? Вот 6-е поколение. Ну, если человек, предположим, а бывает, допустим, недавно я читал в новостях, умер в Афганистане один долгожитель, 140 лет ему было. Ну, значит, где-то он, наверное, 3-е, 4-е, 5-е поколение своих внучек повидал, если у него были дети. Вот, значит, на них нельзя жениться. И вот третье. Фругуль абуэйни ва ахадухума ва ин багудат дараджатухун. И также, говорит, на детях своих родителей, сколько бы ни отдалились их степень родства. То есть на сестре нельзя жениться. Это сестра, получается, они дети родителей. На племяннице нельзя, на дочери племянницы нельзя. И так, сколько бы они ни спускались вниз. Вахиль ахватуль шакикат. Это, говорит, сестра. Шакикат, это шакика называется в арабском языке. Так, это если сестра, мать и отец одни, так, допустим, у меня сестра, у нас мать и отец один, они, так, это шакика называется. Ау ли аб, или со стороны отца, то есть сестра со стороны отца, допустим, отцы одни, так, а матери разные. Ау ли или наоборот, мать одна, а и отцы разные. Банатухунна, на их дочерях. وبنات الأولاد الإخوة والأخوات وإن نزلنا. И так, как я уже сказал, так, эти на племянницах, на их детях и так далее, сколько бы ниже они не спустились, поколения. И говорит, табакатуль уля аль-мубашара мин фуруг аль-адждад валь-джаддат. И говорит, табакатуль уля, потом родные дети дедов и бабушек. Родные дети дедов и бабушек. Это значит, нельзя жениться или выходить замуж на тете, так, или на дяде. Вот. وهن العمات والخالات سواء كان عمات للشخص نفسه أو خالات له أو كنا عمات وخالات لأبيه أو أمه. То есть, получается, жениться нельзя на сестрах, так, на тетях. Это получается тети матери или, то есть сестры матери или сестры отца, так? Либо нельзя, и также нельзя жениться на тетях отца и на тетях матери, и так сколько выше бы не поднимались, на их жениться нельзя. И также на бабушках,
как мы уже говорили, сколько бы они ни поднимались выше. أما الطبقة الثانية فلا تحرم كبنات العمات أو الأعمام وبنات الخال أو الخالة. А на втором поколении уже можно, как, допустим, дочери дяди, да, или дочери тети. В исламе, в принципе, разрешается, ну, это получается двоюродные сестры, да, у нас на двоюродных сестрах по исламу можно жениться, но только у нас не принято, у татар, у башкир не принято. Я не знаю сейчас, какие взаимоотношения. Вот, конечно, мы тогда детьми были, еще не были практикующими мусульманами, но мы росли с сестрами двоюродными, как родные. И по сей день у нас как бы вот такие чувства близкие с двоюродными сестрами, как родные. То есть деревня на одной улице, все дети, пацаны, дочери, так, и вместе они приходят, мы приходим к ним, как родные, выросли. В основном так у татар и башкир. И поэтому даже понятия нет, как можно на них жениться, так, как можно с ними дружить. То есть у нас такое понятие не было. Хотя ислам не запрещает. Но хотя я не знаю, сейчас может меняться времена. Вот, допустим, в Дагестане нет ничего такого страшного. Так многие дагестанцы женятся на своих двоюродных сестрах. И арабы тоже, допустим, женятся на своих дочерях своих дядей, своей, да, или тети. Но у нас, как бы я говорю, у нас как-то это не принято жениться на близких родственниках. Ну, оно и хорошо, потому что сегодня это доказывает, да, медицина доказывает лучше и искать подальше на близких жен, не жениться на близких, чтобы это была обмен крови. Ну, как бы не было, дальше говорит автор «Валь-мухаррамату бисабаби хурматис мусахара». Дальше второе автор начинает рассматривать запрещенные женщины по причине брачного родства. По причине брачного родства. И говорит, заужатуль усул, ваинна улу. То есть, значит, брачное родство, да? Нельзя жениться, как мы уже сказали, на женах отцов, как бы они выше не поднимались. Допустим, на жене отца нельзя жениться, на жене дедушки нельзя жениться, на жене прадедушки нельзя жениться и так далее выше. Гасабатан кану адауи архам. То есть будь это деда, так, со стороны отца или со стороны матери, допустим, на жене дедушки со стороны матери нельзя жениться. На жене дедушки со стороны отца нельзя жениться. Говорит, равно и имел этот отец, да, или дед с ней половых взаимоотношений интимных, или не имел, просто заключил договор. Допустим, скажем, дед женился, да, на женщине, не имел никаких взаимоотношений, допустим, женился только, и вот старик, к сожалению, умер, не успел иметь с ней половые взаимоотношения. Может ли внук жениться на ней? Нет, не может, потому что договор был заключен брачный. Казаужатилят, ну, как уже говорили, как-то, или так, то же самое, допустим, отец женился на женщине, да, и не имея с ней половых взаимоотношений, развел ее. Сын может жениться на ней? Нет, не может. Бинту заужатиль аб. И также говорит бинту заужатиль аб. Нельзя жениться на дочери жены отца, уммуха, или на матери жены отца. Ла тахруму аляль ибн. То есть, извиняюсь, наоборот, здесь они не запрещено. Допустим, если сейчас уточню. То есть, отец женился на женщине, так? У нее есть дочь от другого мужа. Может ли сын жениться на дочери этой женщины? Может. Или может ли на матери этой женщины жениться? Может. Это не запрещено.
فللرجل أن يتزوج بامرأة ويتزوج ابنه بنتها أو أمها. То есть, говорит, если женщина, говорит, человек женился на матери, так, сын его может жениться на дочери ее или на ее матери. Ну, на ее матери, конечно, у нас особо не принято, но на ее дочери, да, в принципе, допустим, отцу 50 лет, так, женился на женщине, скажем, 45 лет, а у нее от первого мужа есть так, дочь, а у этого мужчины есть сын, и они могут тоже пожениться, в этом ничего плохого нет, запретного. И второе, через брачное родство, значит, нельзя жениться, как уже сказали, на женах своих детей, как бы они ни жизнь не спускали. Без разницы, будь они со стороны как гасибат, так со стороны отца или со стороны матери. И равно имели они взаимоотношения половые или не имели. Допустим, сын женился на женщине, не имел взаимоотношения, развел ее, отец уже не может жениться. Или, допустим, внук женился и развел ее до интимных взаимоотношений, дед не может жениться на ней. ولو بعد أن نفارقها بالطلاق أو الوفاة. ولو بعد, говорит, будь это после развода или после смерти. كزوجة الابن أو ابن الابن أو البنت أو إن نزلوا. Как уже сказали, как говорит, это то есть жена сына или внука и далее. وكذا تحرم في مذهب الحنفية بنت المزني بها. Также по ханафитскому мазхабу запрет на дочь женщины, с кем человек имел это прелюбодеяние. Допустим, если скабинту заужа безаваживин фасидин. То есть, допустим, скажем, человек жил не мусульманской жизнью, так? Имел с кем-нибудь, с женщиной, это прелюбодеяние. И потом, скажем, начал практиковать ислам. И у него есть сын, так? И он хочет жениться на дочери той, с кем он имел взаимоотношения незаконные. Он должен запретить по ханафитскому мазхабу жениться сыну на дочери этой женщины. Хотя по другим мазхабам можно жениться, по ханафитскому мазхабу нет. Или если был брачный договор, и этот брачный договор был недействительным, да? И сын хочет жениться на дочери этой женщины, тоже не имеет права жениться. Допустим, заважен фасид, допустим, скажем, один женился на женщине, оказывается, у нее была еще ридда. Так, была ридда. И женились они, и имели половые взаимоотношения. А потом суд развел их. Расторг договор. Так, не развел, а расторг договор из-за того, что у нее еще ридда не закончилась. И потом ридда закончилась, мужчина передумал и не женился на ней, так, вторично. И у нее дочь есть. И этого мужчины есть сын. Сын не может жениться на дочери этой женщины. Вот. Усулю заучия ва ин гадауна. И также нельзя как бы жениться на усулю заучия, на родителях жены, как бы они выше не поднимались, то есть на матери, на бабушке и выше. Равно имел мужчина с этой женой взаимоотношения половые или нет, то есть достаточно сочетания, так? Заключили брачный договор с женщиной, мужчина заключил брачный договор, после этого уже, если он разведет ее, он не сможет жениться на ее матери или на ее бабушке и выше. И тут не равно, если бабушка со стороны отца, ее жена или со стороны матери. Потому что есть правило, шариатское правило. То есть заключение брачного договора с
дочерьми запрещает матерей, то есть запрещает жениться на матерях. وَالدُّخُولُ بِالْأُمَّهَاتِ يَحْرُمُ الْبَنَاتِ. Заключение брачного договора и имение интимной жизни с матерями запрещает дочерей. Так? Поняли правила, нет? То есть имение с дочерьми брачного договора запрещает жениться на их матерях, а имение брачного договора и интимной их взаимоотношений с матерьми запрещает их дочерей. Вот правило. И дальше говорит фуруг зауджати ва ин назална. И также нельзя жениться на фуруг, да, на дочерях жена, и сколько бы они ни спустились. То есть дочери жена, ее внучки, ее правнучки, и когда, и так ниже. Но тут с условием: нельзя жениться на пасерицах и на их дочерях, если человек заключил с женщиной брачный договор и имел с ней половое взаимоотношение. Половое взаимоотношение. Если не имел, допустим, женился на женщине, не имея половых взаимоотношений, развел ее, ну, допустим, так скажем, у человека амбиции такие, так, аппетит большой, увидел женщину, понравилось, и решил с ней заключить брачный договор. И когда брачный договор заключили, только, оказывается, у нее-то уже есть дочь взрослая, еще красивее, еще моложе. И аппетит разыгрался у мужчины, так он быстренько развел ее, пока не имел с ней половых взаимоотношений, и предлагает, просит руку ее дочери. Может, в этом случае не запрещено. Но с условием главное, чтобы он не имел с ней взаимоотношения половые. Или, допустим, умерла она, да? Допустим, мужчина женился на женщине, и пока не было у них взаимоотношений половых, она умерла, а дочь осталась, так? И этот мужчина решил жениться на этой дочери ее. Может жениться. فلا تحرم البنت ولا واحدة من فروغها على الزوج. И вот на этом, если остановимся, иншаллах, продолжим в следующий раз с этого места.